Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кого вы не замечаете? На кого вам следует обратить свое внимание? Загадайте, пожалуйста, на себя. Ни о ком думать не надо. Песочек все покажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ну вот, пожалуйста. Мужчина. Вышел мужчина, интересный мужчина, умный мужчина. Голова стрелка вверх, плечи широкие, ножки тонкие, худые, да? Тонкие, худые. Вообще, возможно, такой худенький, не худенький, а скорее потянутый, да? Как говорят, потянутый, да. Мужчина, который способен на любовь, мужчина, который способен сделать вас счастливой. Этот мужчина, он рядом с вами находится, либо вы контактируете с этим мужчиной. Возможно, вы вместе работаете, а возможно, вы в одной компании. Да? Вот друзья собираются, и вот он тоже в этой компании бывает. У него широкие плечи, худощавое телосложение. Возможно, кстати, он и высокий. Вот такой прям вытянутый мне идет. Умный очень. Вот именно говорят, что голова у него прям особенная. Много знает, либо он специалист в какой-то сфере, да, вот прям такой спец. Мужчина, к которому, возможно, обращаются за советами, за рекомендациями, либо это может быть даже какой-то айтишник, да, вот он прям там с компьютерами, с гаджетами, за правую руку здоровается. Очень скромный человек, неконтактный, либо вот с ним можно говорить только про работу, либо про его работу. Неконтактный, опять же, потому что он скромный, потому что ему, возможно, нужно время, да, чтобы вот адаптироваться. И он контактный с мужчинами, но не контактный с женщинами. Да. Может быть, опыт в жизни у него не такой богатый. И мужчина, который комплексует, скорее всего, да, комплексует общаться с женщинами, там, ухаживать за женщинами, комплиментить женщин. В общем, в ваших глазах этот мужчина, он такой скромный парень, который всегда молчит, либо мычит, либо где-то вот подальше держится. Вы на него внимания не обращаете, скорее всего, из-за его телосложения. Да, может быть, вам такие не нравятся. Вам, может быть, нравятся мужчины более спортивного телосложения, либо более там крупненькие, скажем так. А этого вы не замечаете. Но мне кажется, вы не замечаете, потому что он действительно неконтактный, особенно по отношению к вам. Но здесь показано, что вы этому мужчине очень давно нравитесь. Прям очень давно нравитесь. Вот, скорее всего, с момента, когда вы познакомились, либо когда он вас там впервые увидел, вот сразу вами впечатлился. И еще здесь показано, что он как намеренно избегает контактов с вами. Но не потому, что вы ему неприятны, а наоборот, потому что вы ему очень приятны. Он то ли боится себя выдать, да, выдать свои чувства, то ли он боится, что он там оробеет, может, в обморок упадет при вас и скажет: боже, это такой позор, я не могу себе даже этого представить. То есть, возможно, даже этот мужчина, он чувствует дикую скованность, когда вы рядом, или он просто вот цепенеет в один момент, когда вы приближаетесь. Вот. И кажется, что он абсолютно какой-то потерянный, ни в чем не заинтересован и сам себе на уме парнишка. Но он с вас глаз не сводит. И как-то вот хитро научился на вас смотреть так, чтобы никто не увидел, особенно чтобы вы не заметили.
может быть, там, путем долгих тренировок выработал какой-то секретный взгляд одним глазом, да, который полностью может вас рассмотреть и запомнить, да, сфотографировать, запечатлеть. В общем, и смешно, и грешно. Обидно, да, что вот такой хороший парень, но настолько скромный, и не умеет, да, нет навыков общения с женщиной. С одной стороны, конечно, да, это минус. Тем более мы, женщины, мы любим, когда нас добиваются, правильно? Вот скажите, я думаю, что со мной многие согласятся. Нет, есть, конечно, дамы, которые любят и сами быка за рога взять, но их, мне кажется, не так-то много. Вот. Больше как бы в нашей культуре, чтобы мужчина там ухаживал, красивые жесты, добивался, комплименты. А этот, видите, скромненьким родился. Вот действительно скромный мужчина, не разбалованный. Мама у него тут показана строгая была. Может, кстати, мама его там в детстве запугала, и он теперь боится к красивым женщинам подходить, либо красивым женщинам комплименты делать. В общем, да, это, конечно, минус, но с другой стороны, еще раз говорю, он не испорченный. У него нет богатого опыта. Возможно, вы для него вообще будете первая женщина. Ну, в прямом смысле слова, во всех смыслах слова, первая женщина. И которую полюбил, и с которой, может быть, будет, если вы на него обратите внимание. То есть, ну, извините, девственник достанется. Представляете, какая редкость там в наше время. В общем, да, такая вот картинка выходит. Многие мне скажут, что зачем мне такой нужен девственник, да, зачем мне вообще такой скромный, что я с ним буду делать? Буду его развлекать, что ли, да? Сама собой буду разговаривать. Но с другой стороны, девочки, если вы его приручите, ну, тут даже приручать не надо. Здесь просто нужно, ну, наверное, больше с ним контактировать и проявлять инициативу, но тоже дозированно. Не так, чтобы он действительно там в обморок грохнулся, если вы к нему подойдете с улыбкой, да еще и там, не знаю, дотронетесь до него. Вот он серьезно может в обморок упасть. Ну, либо какую-то реакцию непроизвольную произвести, да, которая прям его опозорит на веки вечные. Вот, здесь нужно как-то аккуратно действовать, аккуратно и максимально лояльно, по-доброму. Ну, представьте, что вы общаетесь с большим маленьким ребенком, да, вроде как большой дядя, да, но очень скромный ребенок мне идет, неопытный, не знающий, не умеющий, но с большой и красивой душой, с большим и добрым сердцем. И, кстати, с очень большой головой, то есть умный, да, человек умный. Но вот, кстати, вот умников это всегда подводит. Они много книг прочитали, они много академических знаний имеют, но при этом они совершенно не умеют общаться с людьми, особенно с противоположным полом. Ну, в общем, девочки, мужчина здесь, конечно, и плюсы, и минусы, и все это налицо. Почему высшие силы вам его показали? Почему высшие силы хотят, чтобы вы на него обратили внимание? Ну, во-первых, я уже говорила, да, большое доброе сердце, чистая душа, человек абсолютно не испорченный. У человека высокий IQ, то есть он очень умный человек. Плюс он очень скромный человек. У него была строгая мама, то есть он привык, он не подкаблучник, нет, и не подюбочник, он просто привык к тому, что женщина всегда права, и с женщиной спорить нельзя. И лучше женщине всегда угождать. Да? Вот он к этому привык. Его даже не нужно будет к этому подводить. Он уже это умеет. Это прям отличный навык для мужчины. Второй момент. Мужчина очень перспективный. Мне здесь показали его судьбу. Здесь показали, что он прям на таком огромном коне будет кататься, и солнце на него будет светить. То есть у мужчины просто блестящее будущее, карьерное будущее. Здесь мужчина и может дослужиться для какого-то там прям топ-менеджера, управленца высшего звена, так и мужчина может свою компанию основать, да, очень успешную, стать прям супер бизнесменом, сильным мира сего. Но, опять же, нужна умная женщина рядом, да? Женщина толковая, женщина, которая может направлять, да, и обыгрывать некоторые моменты, которых мужчине этому не хватает, ну, потому что он у нас не очень контактный все-таки вышел. И еще, мои хорошие, он вам будет верен до гробовой доски. Вот 100% будет верен. Никогда ни в действиях, ни в помыслах, ни на какую другую женщину не посмотрит. Я могу предположить, что вас сюда привели ангелы именно на эту отсыпку, да, для того, чтобы вам открыть глаза, по той причине, что вас в прошлых отношениях обидели. Либо мужчины вам такие прям суровые доставались, колючие, болезненные, да. Вот вы выходили из отношений с болью, с кровью, со слезами.
То есть, да, мужчины могли быть и абьюзерами, и алкашами, и дураками, и даже садистами. Вот, поэтому вас привели сюда на ваш запрос. Да, где же они хорошие? То есть хороших нет, хороших не осталось. Мужики деградируют, одни, ну вот, извините, утырки, да, везде. Но вам говорят, есть, и он рядом с тобой, но просто ты его не замечаешь. Ты его прям совсем не замечаешь. Он для тебя, как, я не знаю, интерьер, например, да, часть интерьера. Там шкафчик, тумбочка, столик, да, этот креслица. Вы его не замечаете. На самом деле он есть, и он уже готовенький, и он уже влюбленный. Вот. Яблочко уже поспело, да? Нужно аккуратненько потянуть к нему, к этому яблочку руку, да, и его сорвать. И будет ваше, и только ваше. И вкусное, и красивое, и прям досыта, понимаете? Об этом речь идет. И еще тут такой момент показали. Не у всех отыграется, но у кого-то прям 100% отыграется, что мужчина может быть младше вас по возрасту. И это тоже его смущает. Он прям чувствует, да, что он младше, и что вы в нем видите не мужчину, а именно ребенка. Вот. И он такой, блин, что сделать там, подделать документы, что ли, да, переродиться, да. Ну, вот такие мысли, конечно, глупо, но, видите, для такого скромного и порядочного мужчины это важно. Вот. Если вы станете его женщиной, на это, конечно, потребуется время, чтобы его немножко приручить, да, чтобы он так сильно не боялся, не падал в обморок, не было никаких нежелательных реакций. Вот как только вы его приручите, вот смотрите, показано, что вы его, во-первых, откормите, вот однозначно откормите. Во-вторых, он благодарность, что такая императрица обратила на него внимание, что вы его счастливым сделали, он вас к себе на спину забросит. И ножками ходить вы точно не будете. Он будет катать вас на себе. У кого-то даже в прямом смысле этого слова отыграется. Да? Мужчина, все тягости, заботы, проблемы, то, что сейчас вас печалит, он возьмет на себя. Вот видите, он уже такой прям в теле, товарищ, да, откормился, отъелся, насытился, округлился в конце концов. И он вас, видите, к себе на спину, потому что вы его двоечка, потому что вы его половиночка, потому что вы не просто женщина, не просто любимая, не просто жена, вы его счастье, вы его судьба, вы его жизнь, вы его воздух. Прям на спине на своей будет вас катать. И даже если вы в этом не нуждаетесь, он сделает все для того, чтобы вы вот прям палец о палец не били, да, на всем готовеньком были. Он такой мужчина, он, во-первых, и благодарный, и, во-вторых, его так воспитали. Как я сказала, да, мама строгая была. Он там, видно, у нее там этим кабанчиком мотался туда-сюда, да, все выполнял. Вот она его так воспитала. То есть уже ничего делать не надо, уже все готовенькое. Будет на себе вас катать. Вот. Единственное, что, конечно, да, нужно будет в какой-то момент переступить через себя и сделать первый шаг, может быть, даже и не один, а может быть, даже и не 10 шагов, да, к этому мужчине. Да, вот этот момент, чтобы он перестал бояться, чтобы он к вам привык, чтобы он не падал в обморок, его нужно будет пережить. Это неприятный момент, сразу говорю. Да, мужчина еще какое-то время вообще будет пугливым. Он не сможет сразу поверить в свое счастье, да, что вы на него внимание обратили. Он будет пугливым, неуверенным в себе, замкнутым, неразговорчивым, неконтактным. Но надо это перетерпеть. Как вы это перетерпите, как только он раскроется, вы просто ахнете, в какого прекрасного мужчину он превратится. Все женщины, вот знакомые женщины, все будут завидовать, понимаете, завидовать, ну потому что такого мужика урвало, да. Но вот никто не может на него вот сейчас, глядя, в сегодняшнем дне, сказать, что он имеет такой крутой потенциал, что он может превратиться в такого вот прям мужика-красавца, да, видного, дельного, состоявшегося, состоятельного, респектабельного. Да. Никто в это поверить не может. Все на него смотрят, ну, как типа рубаха-парень, да. Молчаливый, странный, вечно вот это сутулица, да, худой, да, никто не обращает на него внимания. Но в ваших руках он превратится в красавца. И все тогда ахнут, и вы ахнете, и завидовать вам начнут. Да? И все будут говорить, ох, кто бы мог подумать, да, где мои глаза были. Ну, уже поздно будет, да? Этот мужчина уже будет чисто ваш. Весь, понимаете, целиком, от макушки до пяточек. Вот прям все его существование, оно ради вас будет. Вот такой вот он мужчина. Хорошенький, хорошенький. Характер у него очень покладистый.
Вот на него можно и положиться, с ним можно и посмеяться, и поплакать. И он такой понимающий, принимающий, там, спорить не будет. Мужчина, который терпеливый. Мне еще идет, что он очень терпеливый, да? Особенно вот от женщин терпеливый. Ну, потому что мама, мы уже про эту маму 100 раз сказали. Я не могу сказать, что она плохая. Она просто воспитала сына под себя, возможно, да? А может быть, у нее в жизни, например, с мужем там отношения не строились, и она такая, чтобы другая женщина не мучилась, я вот сейчас сына воспитаю правильно, чтобы он не был белоснежкой, белоручкой, чтобы не был лентяем, и чтобы женщину любил и уважал. Да? И она его так воспитала. Да, она держала его в строгости. Но смотрите, какой прекрасный результат вышел из этого. То есть, по сути, вот этой женщине, маме его, низкий поклон, просто вот низкий поклон, что она смогла себя пересилить, вот это свою материнскую мимимишность пересилить и воспитать вот такого славного, прекрасного мужчину. Вот. Ну, единственное, конечно, что он чрезмерно скромен. Но благодаря вам он разговорится, это прям 100%. Вы научите его радоваться жизни, вы научите его кайфовать от жизни. Ну, под вашим, конечно же, присмотром. Здесь хороший момент, очень хороший. Мне вот идет, что его на ваш запрос, да, где они мужики, где они хорошие, да, перевелись, вывелись, деградировали, да, всех разобрали. Вот именно на ваш вот этот запрос вам дают вот такой ответ именно этой отсыпкой, что вот есть, и он рядом, и ты его уже знаешь, и 100 раз видела, но почему-то, видя его, не понимаешь, что вот именно он хороший, именно тот, кто тебе нужен. Вот. Так что, девочки, вперед из песней, если вы хотите быть с этим красавцем счастливой, да, и жить долгую, счастливую, богатую жизнь. Мужчина что надо, и уже влюбленный. Единственное, надо его, конечно, очень аккуратно приручить. Вот. Ну, я думаю, что вот, судя по вашему опыту, вы знаете приблизительно, что делать, а кто-то прям 100% знает, что делать. Просто нужно перебороть этот момент, что мужчина должен делать первый шаг. Да? Если вы сможете это перебороть, то здесь прекрасные отношения выйдут. По крайней мере, жалеть вы точно никогда не будете. А мужик этот будет до конца жизни вам благодарен. Благодарен за то, что вы проявили инициативу, что вы его счастливым сделали, да? Что подарили ему такую прекрасную, яркую, эмоциональную жизнь, да? Наполненную любовью и счастьем. Да, в правильных руках этот мужчина прям золотой ключик мне идет. Так, что касается его мамы. У многих отыграет, что мама где-то далеко живет. Да? То есть, возможно, вы ее там особо и не будете видеть, либо не скоро еще познакомитесь. А у кого-то отыграется, что мама, мальчика, значит, на выгул, типа, сам живи. Все, с мамой дожил до 18 лет, все, иди сам живи. То есть она не будет помехой, и к вам она будет очень хорошо относиться. Потому что в вас она почувствует свою, да, такую же сильную личность, храбрую, смелую женщину, которая и любить умеет, и может строгости содержать. Вот у вас классные отношения с ней сложатся. Ну вот в правильных, надежных руках превратиться в красавца, в идеального мужчину. Мои хорошие, на этом все. Всем спасибо за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.